Всем доброго дня! С вами снова я, Зарема, и мы продолжаем готовить быстрые, вкусные рецепты на телеканале «Войнах». Сегодня хочу вам предложить очень незамысловатый, повторюсь, быстрый и при этом вкусный завтрак, который можно приготовить буквально за считанные минуты. И для этого нам нужно лишь то, что есть в наших холодильниках. Что нашла сегодня я? Это лаваш. Это может быть совершенно разным лавашом. То, что остался у вас от ужина, остался от еды, которую вы готовили для своих детей. В холодильнике нашлись помидоры, нашлась курочка жареная, огурец, сыр, майонез. Это может быть колбаса, это могут быть сосиски, это может быть все, что угодно, даже без мясных продуктов. И соберем мы с вами очень насыщенный завтрак. Для этого поставили сковородку, разогрели ее и отправляем небольшое количество растительного масла. Пока наше масло разогревается, я хочу заняться яйцом. В первую очередь его разобьем. Немножечко, буквально, совсем немножечко добавим соли. Почему так мало? Потому что у нас есть и соленый сыр, у нас есть майонез, это может быть сметана, это уже готовая приготовленная курочка, и за счет этого соли может слишком быть много. Чтобы этого избежать, добавили совсем капельку. Взбалтываем и отправляем на маленькой, кстати, на очень маленькой температуре, девочки. Если у вас электрические печки, сделайте минимальный градус. Отправляем сюда яйцо. Ничего страшного, если сразу не схватывается, это даже лучше. Немножечко по сковороде мы его распластаем и положим сверху лаваш, то, что называется тортильей. Тем временем, пока яйцо жарится, лаваш прихватывается, займемся мясными продуктами. У меня, повторюсь, сегодня курица. Она уже прожаренная, промаринованная. Но это может быть, девочки, это могут быть даже мясо, которое осталось после жижик галнаш, после котом галнаш, после жаркого, которое вы сделали и в семье не доели. Можно использовать, и будет, поверьте мне, очень вкусно. Следующее – это помидор. Его тоже нарежем дольками. Я вот, вы видите, взяла майонез. Майонез можно импровизировать. Мы можем сделать из него какой-нибудь соус. Добавить, например, соевый соус, добавить чеснока, зелени. То есть довести до какого-нибудь определенного вкуса. Либо оставить его таким, какой он у нас есть. Огурец, помидор у меня свежий, но огурцы можно даже применить, не можно даже, а было бы вкуснее, применить либо маринованные, либо малосольные. А для того, чтобы у нас вкус был выдержаннее, я чуть-чуточку сюда отправила соль. Все, набор готов. Сыр сулугуни я натерла, майонез готов. Нужно теперь собрать то, что жарится на сковородке. Это нужно делать очень быстро. Смотрите, теперь наше яйцо уже прихватилось. Мы это перевернем. Если даже у вас слегка где-то что-то прилипло, не расстраивайтесь. Никакую погоду нашему блюду данный случай не сделает. Сюда же на сковороду отправляем майонез. Это у нас а-ля соус. Я показываю в упрощенных вариантах, чтобы вы не думали, ой, как же это Зарема делала, ой, не могу вспомнить, ой, чтобы сюда добавить. Поэтому я сейчас не заморачиваюсь на том, какой сообразить соус, а делаю из того, что есть. Сюда же отправляем курочку, сюда же отправим огурцы и помидоры. Вы заметили, я абсолютно не придерживаюсь какой-то очередности. Это вперед, это после, это сейчас, это потом. Нет, мы делаем так, как нам удобно в данный момент. В том процессе, который должен произойти дальше, есть небольшое неудобство, в том смысле, что лаваш у нас горячий. Но можно приловчиться и сделать это очень быстро. Свернуть вот в такой вот рулетик и поэтапно с каждой стороны рулетик прожарить. Вы не поверите, девочки, наше блюдо готово. Мы уже можем его оформить. Мы уже можем его подать к столу и остаться довольными от того, что наши домочадцы просто-напросто сыты. Как быстро,
как вкусно, девочки. Повторяйте, фантазируйте, у вас обязательно все получится. До румяной корочки, до хруста доведем с нескольких сторон. Разрежем, положим на тарелку. И это будет очень вкусно, поверьте. Все, наш рулетик готов. Теперь нам остается его либо разрезать, либо вы можете оставить в таком же формате, который взяли со сковороды. Отправляем. Просто гляньте на это чудо. Отправляем на тарелку. Обычно люди едят глазами, поэтому давайте все-таки немножечко приукрасим. Все. Посмотрите, какой быстрый, уютный, вкусный рецепт у нас получился буквально за считанные минуты. Вообще все то, что находится в наших холодильниках, нам всегда поможет. Главное, немножечко подумайте, а как бы это сделала Зарема? До новых встреч!